Пришел, говорю, давайте то сделаем. Они мне говорят, так не надо делать, все и так в порядке. Я такой думаю, ну ладно, отлично. Поэтому появилось время, заскочил сюда на радио для того, чтобы с вами пообщаться сейчас. Репост сделаю в нашей группы. Где? Ага. О свободе, о геополитике, о том, почему шахетный фанатизм это не ругательство, проект будущего. Султан Халдаров приглашает. И не радио мы вещаем, пока вас не заглушили. Какие-то бурята, пятница, 5 часов вечера на Имени радио. Имени радио. Может, сейчас уже своя Но квартира включать. сейчас, короче, вы прослушали новый джингл, короче. Нам подцепили этот, как он, искусственный интеллект дали там, который сочиняет всякие различные текст, вводишь, он там сочиняет. Ну и в итоге вот джингл вышел. Так, сейчас скину еще кое-куда. Так, что-то мало подписчиков, видимо, надо кричать о чем-нибудь таком, что это, как его. Не подписчиков этих подписалось, ботов мало залетает. Видимо, надо орать там, короче. Что там? Дроны! Бьют стратегическая авиация! Путин в бункере, боится, дрожит. В общем, но по неподтвержденным информациям, вот этого, помните, персонажа, который там что-то там бухел, короче, ну, в общем, ну, не в таком стиле, вот как чеченцы вот умеют, там, дагестанцы, представители Центральной Азии, когда отлавливают. Что-то где-то записали, ну, чтобы не попасть под уголовку, это, видимо, уголовный элемент сработал, потому что, ну, мало того, что там, ну, он какую-то это, то есть, ну, там есть, там тоже за что зацепиться тем же уголовником, короче, на чьей территории он работает. То есть там вполне возможно его спросили за то, что он в блюдо накидал всякого говна, короче, перьев, пуха какого-то там. Ну, в общем, отбросами, короче, начал кормить людей. То бишь, ну, я там знаю историю, мне один чувачок рассказывал, что была какая-то столовка напротив ментовки или где-то рядом совершенно с ментовкой. Ну, и она, в общем, существовала за счет того, что они ментов кормили отбросами. То есть, короче, у них там стояло ведро, в которое сбрасывалось вот это все, что не доел мент. Ну и часто менты туда заходили, потому что, ну, там как будто бы дешево было, короче. И вот, ну, там кто кусок хлеба не доел и так далее. Ну, знаете, такая вот шляпа, короче, для корм, короче. Ну, ведра такие были, я вот помню еще в советское время. Это таскали, это свиней откармливали, короче. Ну, она работа вроде как там такая была хреновая, там посуду мыть, там туды-суды, короче. Ну, а с другой стороны, посуды-то было дофига. Да, правда, действительно, средств не было нормальных там и так далее, но мыли хорошо, я помню. То есть, вот даже 90, начало 90-х годов помню. Но вот эти ведра таскали, значит, там откармливали, покупали по России, откармливали за вот какой-то определенный период, и даже буряты этим занимались. Ну и вот такая же штука была в этом, значит, кафе. А я говорю, ну и что, значит? Ну, они говорят, вот это все барахло, что, значит, туда попадало, значит, там размачивалось, там кто суп не доел, там все прочее, короче. Все это потом пробивалось, короче, типа блендера, создавалась однородная масса, короче. Ну, стало быть, макароны, там вот что-то такое. В итоге однородную массу, и вот эту массу 50 на 50 добавляли, короче, к фаршу. И вот из этого фарша делали там всякие чебуреки, беляши, короче, позы делали, бузы делали, короче, и все это скармливали ментам, и менты за обе щеки такое хрючево, короче, жрали.
Ну вот. И вот здесь такая же ситуация, что этот, видимо, чувачок тем же самым, короче, ну, он видит клиенты буритосы, короче, раз им там, ну, что-нибудь, пух там какой-то еще, там, перья. Ну, в общем, слабо, за это-то подтянули. А памятник Сталину? Так, господи, что за Байер Али? Так, так, памятник Сталину? Памятник Сталину, видишь, не придерешься, короче. Ну, стоит себе, да стоит. То есть вот пока памятники не будут сносить, вот ничего не поверю. То есть к этому-то были претензии, вопросы были, короче. А к памятникам? С другой стороны, надо оставить на время освобождения, когда бравые бурятские войска вяжут все эти памятники тротилом, поставят камеру и взорвут. 25 смотрят. Ну, видимо, надо анонс все равно делать. Смотри-ка, там какая-то штука там можно. А, нет, нет, нет. Так, так. Откуда, напишите, вот 41 человек смотрит, откуда вы смотрите, может быть, вы по Европам где-то сидите. Напишите, где сидите, из какого города, друзья, из какого вы города, что там, сейчас дайте-ка опросик какой-нибудь создадим. Так, опросик сделал, короче. Потом в конце посмотрим. Но я думаю, что непонятен статус, короче. Я так думаю, что этот бюст Сталину, значит, установлен на частной территории. Скорее всего, именно он, то есть он не внесен там в какой-то реестр памятников и так далее. Ну, ты захочешь на огороде у себя там памятник самому себе поставить или памятник птички, короче. То есть там регламентирований нет никаких. Взял, сделал, поставил, короче. Ну, стоит он у тебя там в огороде и стоит. Забором огороженный и так далее. Ну, не видит никто. Ну, может, даже если кто-то видит, короче, но претензий к тебе минимум. Другое дело, что если этот памятник специальным образом оформили, короче, ну, то есть, что это действительно памятник, там, вышло постановление местной администрации об установке данного памятника, там, номерок ему там специальный кадастровый, там, территорию выделили, короче, под этот памятник и так далее, чтобы он в кадастре сидел. И надо просто глянуть в кадастровую карту. Я не помню, последний раз, по-моему, я как-то очень сложно в эту российскую кадастровую карту попадал. Ну, в общем, ну, надо глянуть. Ну, это именно нужно бурятским демократам больше. У меня, по мне, так пускай стоит, потому что, ну, это как бы свидетельство сталинизации общества, там, короче, что там уже конкретно, поскольку буряты поставили, то есть буряты чувствуют, боятся о том, что, значит, снова сталинские времена наступят, работают на упреждение, что сейчас раскулачивать будут, значит, потому что в основном эти коррупционные дела, они по бурятам идут.
Да, ну тоже странно, короче, там какие-то мелкие суммы совершеннейшие, то есть это даже не коррупция, это, считай, просто взял что твое, да? Чиновник так это рассматривает. И это не может, так скажем, не быть связано с целенаправленной политикой, потому что понятно, что большая часть вот этих миллиардов, которые тоже коррупционную массу составляет, она же русская, там у нас в Бурятии. То есть бурятосы вообще к этой коррупции никакого даже близкого отношения не имеют. Там, конечно, их там подманили тем, что якобы там будет, значит, центр Улан-Удэ там перестроен, там еще что-то в этом роде, пятое, десятое, короче, как будто строить будет московская компания, но и вы тоже там субподряды получите, да, там, у кого там поролон закупят, у кого там, значит, пенопласт, у кого там трубы, у кого там бетон там какой-нибудь и так далее. Но по факту ничего такого не происходит. Поэтому местные элиты, они там запуганы, боятся, короче, поэтому 22 числа многие из их, так скажем, отпрысков и так далее сдриснули в ту же Монголию, потом через какое-то время, естественно, вернулись. Ну вот у нас что за элита бурятская, да? Вот казалось бы, да? Даже квартир нет в Монголии в соседней. Ну, то есть настолько нищие, настолько не смогли со своих же ресурсов что-нибудь отколоть, да, для того, чтобы там, ну, где-нибудь в Монголии, там, скажем, в Улан-Баторе или под Улан-Батором, там, свой собственный поселочек сделать, короче, да, ну, отстроить полностью. Там в Монголии, кстати, это все до сих пор, короче, достаточно дешево. Правда, говорят, цены, конечно, поднялись, потому что в Монголии там тоже на добыче этих ресурсов, угля, там, экспорте и так далее. Куча тоже монголов поднялась, денег таких дармовых полным-полно. Даже премьер-министру удалось скинуть из-за того, что, ну, там, ну, что за подарки-то были, ну, смешные, ну, сын, да, ну, сын. Ну, понятно, что сын там где-то в коррупционных темах завязан, а кто не завязан? Это же детская демократия в Монголии, короче. Вот эти вот свободно работают, как его мошенники, да, которые карту монгола там обувают, короче, сидят в Монголии там, короче, и обувают дурачков по всей России. Там я не удивлюсь, что и в Монголии там тоже там такие же дурачки бегают, там денежки собирают. А это же известно, что халхи это вообще, ну, самые главные такие кидалы, что ли, по Европе, по Азии там и так далее. Ну, то есть такая информация, так скажем. Так, откуда они у меня возникают вообще? Так, сейчас мы удалим русскомирного. Ну, что сейчас? За последние 2 дня ударили в Казань, в пороховой завод и в Чебоксары. И там, короче, какая-то... Ну, там в Чебоксарах же эти живут чуваши, по-моему. Или Мещерия. Ну, в общем, какая-то там... Какая-то тоже нация. Не совсем свободная, так скажем. Ну, и там на русском языке с таким, с легким акцентом говорят. И какое-то видео смотрел, я выложил в своих телеграм-каналах, и там, значит, ребенок, девочка или мальчик говорит: война, война, все, я, говорит, завтра уезжаю отсюда. Ну, короче, то есть вот это вот атаки, которые осуществляются, да, украинскими вооруженными силами, их надо массирование, их надо больше, чтобы, потому что вся основная масса населения, вот сколько там, 80 миллионов, это же сосредоточено до Урала, короче. И вот туда должно каждый день там по 200, по 300 дронов лететь просто. Предприятия, они все те же самые, все советского времени. Все карты со спутника, если раньше это что-то было особенное и так далее. Вот мне, например, прикол такой рассказывали. Короче, один там служил в этом, значит, на девиске. И типа, короче, нужны были то ли какие-то топографические карты, то еще ли какие-то, в общем. Ну, какой-то тип карт нужен был. И этот его начальник вызывает, говорит: ты же вроде там по компьютерам шаришь? Он говорит: да. Вот, короче, карты нужны.
с интернета, короче. А то, чтобы вот эти вот какие-то генштабовские карты там и так далее запрашивать, короче, откуда-то с Новосибирска или еще откуда-то там, типа научения, короче, полный геморрой. То есть там должен человечек что-то с ними приехать, короче. Этого человечка нужно разместить, кормить там и все прочее, короче. Потом эти карты не профукаешь, короче, не потеряешь, на них никаких отметок ничего ставить не надо. Ну, короче, в общем, геморрой такой чисто войсковый такой, да. Он говорит, да ладно, сейчас залез в какое-то приложение, там, по-моему, раньше было такое оффлайн приложение, короче, Google, карта, короче, Google Земля, по-моему, называлась и так далее. Ну, то есть ты мог скачать там разного разрешения и подкачивать, короче, на устройство. Я помню, вот оно было, потом когда-то пропало. То есть, причем любого разрешения можно было, да, то есть там захотел, приблизил, короче, и вот этот приближенный вариант, он там, значит, сохраняется, кэшируется, записывается тебе на устройство и так далее. Ну, видимо, может, потому что его там в Сирии начали использовать или всякие бармалеи там и так далее, ну, чтобы там, в определенной местности ориентироваться. Запретили. Ну, он залез, и этот такой глядит, да говорит, ну-ка, говорит, нашу часть покажи. Ну, и он показывает там. Значит, видно, что людишки ходят, как там танки стоят, там различная техника, короче. Там видно, что там кто-то белье развешивает, сушит там. Короче, ну, и у этого какое-то солдафона этого, какое-то вообще совершенно случилось при вот этом офицере молодом, у него случилось просто какое-то откровение. Так он говорит, что это, говорит, каждый может, говорит, наблюдать. Тот говорит, ну это погоди, эта карта-то вот такого года, говорит, да, там можно вот еще полистать, и он показывает, что разные года и что поменялось, короче. И с этим офицером, ну, просто становится плохо, то есть он жил в какой-то парадигме, что, ну, такое это явно людям недоступно, людишкам обыкновенным, короче. А тот говорит, так, а есть еще спутники, короче, которые вот, прям летают, да, ну, там, с определенной периодичностью, короче, и вот обновления практически, ну, они коммерческие. То есть он говорит, реально можно, ну, практически вот по дням раскатать вот эти вот снимки там и так далее. Причем они, ну, как бы не какие-то секретные там и так далее, а связаны там с погодой, связаны там, ну, какие-то коммерческие, в общем, съемки. То есть просто коммерческая контора, которая вот занимается съемкой земли, значит. И этот офицер вообще, ну, в таком шоке был, ну, старикан такой, ну, как, годов 50-х, 60-х выпуска, короче. И в итоге там ему поставил задачу вот этого полигона, там что-то распечатать карту там и так далее. Тут своим знакомым позвонил, которые, ну, печатью баннеров там занимаются и так далее. Ну, те ему там карты накатали, короче, с Google карт. Определенные там это, значит, риску туда нанесли, короче, масштабировали, там все прочее. Ну и, в общем, он там это, с тех пор у них там все эти карты, короче, с Гугла на всякие мероприятия печатал. То есть, вот такая вот на самом деле обстановка там, короче, и поэтому, естественно, что говорить-то, что, ну, как бы, вот эта история, она очень сильно показательна. И я более чем уверен, что в других регионах, там, кто близкий, там, я общался с различного рода там персонажами, которые там в этом сидят, что действительно вот это старое поколение офицеря, оно вообще, ну, советского еще, оно вообще себе, в принципе, не представляет, как современная армия воюет. И вот эти дроны, они, конечно, ну, блестяще изменили. Я вчера, например, завтыкал, в ТикТоке обнаружил, короче, стрим чувака, поляка, который вот прям на джойстике сидит, короче, и там игра, и он прям дроном, короче, летает вот этим, там даже вот эти вот контакты там, короче, такие перекрещенные, короче. Ну, когда выводят для того, чтобы на электродетонатор, короче, еще подцепляют, для того, чтобы надежнее сработало. Ну и вот, и потом он там дрон бросает, короче, раз там на тепловизионный дрон переключается, где они там прячутся, короче, эти солдаты там и так далее. Я такой думаю, вообще, то есть игры-то вообще быстро, короче, как это все подхватили, то есть
Причем она даже может быть, игра такая мультиплеерная, короче, что там и с одной, и с другой стороны, короче. И общаясь тут, значит, с чуваками, короче, ну, как-то что-то сидели, базарили. И у него то ли какой-то племянник, то ли еще кто-то, он пошел, короче, в пилот учиться. Ну и вот, и он пришел, он там готовился, там всякие там книжки читал по этой теме там и так далее. Они его садят, говорит, ну-ка давай это, тренажер, бля, игровой вот этот, PlayStation там или еще какая-то хуйня. Ну он сидит, играет, короче. А он играл с детства. С детства у него приставка была. И он играет, короче, жик-жик-жик, там какие-то тесты прошел, там еще там что-то в этом роде. Они говорят, принят. А чуваков, которые вот нет у него вот этой мелкой моторики, короче, развитой, вот не взяли. И всех взяли, кто умел, значит, это. Так что если хотите, чтобы ваши дети пошли в пилоты в будущем, не только пилоты дронов, там, операторов дронов там, и так далее, покупайте приставки для того, чтобы вот эту мелкую моторику разрабатывать, короче. Буряты, вам это нужно будет, нам это нужно будет, потому что рои дронов будем в Китае закупать для шоу. Для шоу. Ну и вот как СБУ показала ВСУ, что пластид в России может оказаться любыми путями. Что дрон для шоу дронов, да, пластид, каким-то образом оказавшийся в наших руках, короче, да, какой-нибудь склад где-нибудь в Гусинозерске. Ну и что, и на 5-ю ДШБ можно, на 11-ю ДШБ можно нападать, короче. Или там еще на что-нибудь, короче. Так что при этом можно где-нибудь удаленно сидеть на Карибах. Максимка Климов. Максимка Климов, беги уже. Пиши заявление. Разжигаю, короче. Только сейчас заметили. Так. Да, ем плов, но стараюсь не часто. Причем я здесь перепробовал разные пловы. Ел бухарский плов. Ел туркменский плов, если я не ошибаюсь. Ел еще какой-то вот плов. Крымско-татарский плов ел. Они немножко отличаются по вкусу, но везде мясо. Это понятно. Да. Правда, один был какой-то плов, по-моему, бухарский, его сделали без мяса, потому что, ну, там, типа, соевой куколда, это русская позиция там была, короче, в общем, это... Они как-то это... Все вегетарианцы там мясо не жрут, короче. Ну, то есть, вот так можно отделить. Да, то есть, все, кто вегетарианцы, они все поддерживают русскую оппозицию, короче. Но я к вегетарианцам, вот это мое правило просто. Если я встречаю человека вегетарианца, и еще связанного как-то с политикой, короче, это, мягко говоря, очень опасные люди, на самом деле. Ну, памятуя о том, что и Гитлер был, короче, вегетарианцем, и там и многие вот эти сумасшедшие, короче, потому что вот эти вкусовые предпочтения, да, они как бы, ну, понятно, там Гитлер стал вегетарианцем, потому что это модно было там в 10-е годы там и так далее. Потом, скорее всего, денег просто на мясо не было, а потом, ну, привык есть, значит, ну и всем говорил, что вегетарианец. Я с одним тоже товарищем познакомился. Я говорю, а что ты, говорю, ну, европеец, а что я, говорю, ты вегетарианцем ты стал? Ну, он, ты знаешь, говорит, я работал, то есть я мясо ем, но оно типа вот в Лондоне, пока он там что-то работал или учился, оно типа дорогое было. И я типа не мог себе его позволить, и поэтому типа не ел, короче. А есть некоторые, которые вот просто у них какая-то психическая реакция, там, с детства заложена или еще что-то, он просто мясо не ест, якобы аллергия у него. Аллергия на мясо не может быть. Это выдумки, это просто психика нарушенная.
А где нарушенная психика, там все вытекающие, как говорится, там. И то, что он и стучать может, короче, и с какими-то девиациями сексуальными там и так далее. То есть это все может быть все в одном. Поэтому ешьте мясо, короче, с детства. И кормите своих детей мясом. Да, особенно вот буряты, которые мясо не едят, короче. Я вот, например, мясом ни свинину, ни курицу не считаю. И до сих пор не считаю. То есть для меня мясо это КРС, баранина, верблюжатина, конина. Ну, может быть, еще оленина, короче. Ну, дичь, понятно, дичь. Вот дичь, причем дичь, если это кабан, ну, вроде свинина, короче, все равно для меня мясо будет. Ну, кто ел кабанятину, тот понимает, о чем я говорю. То есть это просто по емкости энергии, что ли. То есть, потому что ни свинина, ни курица, ну, может быть, в очень жарких таких климатах, там, значит, или европейской, там, традиции, например, где, ну, исторически ели жареное мясо, например. Свинина очень хорошо жарится, да, она жареная, вкусная, так скажем. И поэтому понятно, что, допустим, те же европейцы, они только последние 100 лет, может быть, едят КРС. Благодаря Австралии, Новой Зеландии, Аргентине и Бразилии, да, начали употреблять красное мясо. Ну, внезапно там обнаружено, короче, что якобы там потребление большого количества красного мяса, оно там какую-то онкологию вызывает, там и все прочее, короче. Ну, тоже это так же, как это, такой же миф, наверное, как и глобальное потепление. Не, ну курицу-то можно, курицу можно есть бурятам, а свинина, ну, поскольку постольку, потому что, ну, например, в рецепте ханьских баудзы свинина присутствует. Ну и поэтому, собственно, позы, которые стали бузами, туда фигачат свинину, потому что я помню, было меню русские позы. Это значит, русские позы были такие в совке, кто помнит. Они были больше. Бурятские были маленькие, потому что там было говядины и говядины было мало. Много лука туда пихали, ну, может, баранина еще была. А русские позы это была свинина, короче. И, ну и потом на компромисс такой пошли, значит, делать фарш со свининой и с говядиной, короче. И вот это стала бурятская буза. И из-за этого, кстати, бурятошки в Америке обанкротились, короче. Там один из моих коллег из США, он докладывал, что там где-то была в Калифорнии бузная, типа. И они зачем-то, ну, вот делали по традиции, короче, да, вот этой совковской традиции, не бурятской, фигачили. И отсекли тем самым, значит, мусульман, которых, ну, много в разы, которые тоже кушают такое. Если бы чисто делали, допустим, какой-то вегетарианский, там, ну, есть такие смеси специальные. И, в принципе, там вот это вот, я ел здесь современное вот это веганское мясо. Ну, да, оно как бы и по вкусу, и по всему, короче, в общем-то, похоже на этот, и стоит дороже, чем обыкновенный фарш, короче. Но очень похоже по вкусу на говяжий фарш, короче. То есть вот если бы они делали что-то подобное, короче, вегетарианское, скажем, веганское, или как там правильно назвать, короче, плюс исключили бы полностью свинину, короче, я думаю, что до сих пор бы были в фаворе. Еще бы там наняли парочку этих мусульман, работников, короче, которые бы там все отмыли там, специальным образом там, и так далее, чтобы там старые следы свинины исчезли, короче. И тогда бы можно было, ну, вообще жить и а не выживать, как говорится. Кстати, кенгурятина вкусное мясо. Ну, по мне так. То есть она чем-то немножко похожа на конину. Немного, может быть, жестковатая.
Я помню, это то ли, видимо, пробная партия была, то ли что ли, короче. Ну, в общем, мне достался, ну, удалось купить какой-то кусок, там, филейная, короче, часть кенгурятины. Я не помню, это был какой год, где-то 2000 какие-то там, начало 2000-х годов, короче. Ну, и так чисто в охотку попробовать, что это за ерунда, короче. А потом оказалось, что на этой кенгурятине, на всякой верблюжатине, на буйволятине, короче, работают все дальневосточные мясные комбинаты. Я помню, короче, мы покупали такие рулеты, там, я не помню, там, из чего сделаны. Вот тут шпик такой интересный был, короче, шпиком закрученным. А оказывается, вот этот шпик свиной, там, он, я-то думал, как-то это, ну, оказывается, просто когда в Европе где-то или еще там свиную тушу, короче, проделывают, ее обкручивают специальным образом, специальной машиной, как бы, типа, ну, знаете, как это, как для стрижки, короче. И они срезают вот такой тонкий слой шпика, короче. И он закручивается в такую ленту, и вот эта лента, она тоже идет на, значит, как продается, как вот шпик какой-то специальный, короче, для того, чтобы всякие вот эти рулеты делать, там туда-сюда, короче. И в основном, видать, в рашку уходят, потому что, ну, откровенно говоря, здесь нет промышленного производства вот подобных, там, значит, полуфабрикатов, каких-то уж слишком большое количество. В основном производят какие-то небольшие такие конторки, фирмы. Так, сейчас посмотрим. И здесь, да, вот продукция, так скажем, вот эта, которая, ну, переработки, так скажем, мяса, она здесь, конечно, в Польше на высоком уровне. То есть понятно, что вкусовые немножко они отличаются. Здесь так, все-таки здесь в Польше больше любят, значит, каких-то кориандр добавлять, лавровый лист там и так далее. То есть оно более пряное. А вот, например, я в Чехии был, там тоже удалось пару колбас каких-то попробовать, и они абсолютно безвкусные. В этом отношении, ну, я так понимаю, что и протестантская этика отчасти, а во-вторых, ну, что традиция потребления, значит, каких-то пряностей, она не сформирована, потому что, ну, так скажем, жили бедно. Так. Но в нашем бурятском государстве нам придется свинообеспеченностью заниматься, потому что это, во-первых, промышленностью оправдано производство свинины. Ну, достаточно быстро. А во-вторых, все-таки условия, то есть там уже будет передел земельных участков, значит, иную систему введем по, значит, обработке земель там и так далее. Снова придется создавать либо концерны, предприятия крупные, либо, значит, общины бурятские непосредственно, то есть по родоплеменному признаку будут что-то по типу колхозов организовывать, короче. Ну, то есть там какое-то время придется, значит, ехать на том промышленном производстве мяса, которое сейчас в Рашке существует. То есть от свинины будем постепенно отказываться, безусловно, в пользу КРС, в пользу там производства веганского всякого мяса там и так далее. Но, безусловно, нужно диверсифицировать в этом отношении экономику. Понятно, что там рыбное производство у нас, в принципе, в нашем климате, оно не так существенно приносит прибыль. И, кстати, вот я помню, Путин там, они же где-то с годов десятых вдруг внезапно начали вбрасывать огромные суммы денег для того, чтобы возбудить воспроизводство, значит, рыбы местной. То есть как-то вот это же все с советских времен было заброшено, там все вот эти рыбхозы, там рыбсовхозы все разворовались, там вот эти вот знаменитые эти были озера, значит, в этом в Яравне, которые остались от ледника, да, которые сейчас все практически пересохли. Ну, потому что, естественно, ледник ушел, там стаяли эти, значит, вечная мерзлота и так далее.
притоков нету, да, леса еще все вырубили там и так далее. То есть, а что-то искусственно там создавать в наших условиях? Ну, наверное, китайцев пустим, как всегда. Китайские фирмы, они, конечно, в этом отношении там с 1 гектара у них там производительность 800 тонн рыбы, например, в Китае. В Рашке считается прибыльно, что там 3 тонны или 5 тонн, да? Ну, в зависимости от ярусов там и так далее. То есть китайцам удается зараблять таким способом, что там 8-10 ярусов этой рыбы было, короче, да, и всю ее активно вырабатывать. То есть, вот, условно, килограмм корма пустили, короче, да, в Рашке там 2-3 яруса ее съедает, потом корм падает, гниет, там грибок заводится, там всякая сине-зеленая водоросль и так далее. Ну, ее никто со дна не съедает, короче. А китайцы так сделали грамотно, что вот рыбка там где-то плавает наверху, там что-то сажала, дрестанула это все, дресня вниз, 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 и ее там чик-чик-чик-чик разные вот эти уровни рыб подъедает, и в конце там какой-нибудь сомик, там еще какая-нибудь чушь, шляпа, раки какие-нибудь, может там все это дело доедают. Ну, понятно, и климатические условия другие, но, опять же, на севере то же самое, как в Бурятии, вот эта провинция Хэлунцзянь, там тоже там, посмотришь, сколько они рыбы там этой вылавливают и так далее. То есть это же явно, то есть зарыбляется, там, вот технологии все эти работают. Ну, то есть с Великого Китая мы заимствуем как минимум 3 инновации, которые они применяют. Это лесовосстановление, второе это воспроизводство людишек, короче. Там уже технология достаточно нормальная, уже редактируют геном там с помощью вот этой CRISP-системы. И третье это вот рыба. Ну и плюс, естественно, что нам надо будет, поскольку большие территории там снова отделять, переделять там и так далее. КРС это обязательно. Самые мощные, крупные, короче, на иркутской стороне. На западной Бурятии, так скажем, будут заводы по производству колючей проволоки, короче. Прям натурально колючую проволоку будем делать. Оцинкованную по польским технологиям, короче. От якутов отсоединиться, чтобы от всяких там федераций Сибири там и так далее. Колючку. Естественным путем, понимаете, не получается увеличивать. Потому что русское государство вмешивается в бурятское воспитание. Вот посмотрите, если у нас бурятское воспитание, некоторые думают, что если постоянно детей одергивать, говорить, чтобы дети говорили мама вы, папа вы и так далее, это вот прям, ну, в датсан ходили, там что-то там молились, там, чтобы ламы там тебя окуривали, там, штука и так далее. Это прям вот как бурятское воспитание, короче, ничего подобного. Во-первых, это приучение к труду систематическому или к систематической учебе. У современных люмпинов-бурятосов этих колхозных этого вообще в принципе нет. Пойти на завод работать там, еще что-то. То есть они пытаются где-то схитрить, где-то там ухватить, где-то там срубить лес, продать там и так далее. Ну что-то такое вот несистемное, короче. Да, ну в момент деньги есть. А в целом это не приносит никакой производительной, не создает прибавочной стоимости, не дает другим бурятам заработать и так далее. Ну вот что было с колхозами, да? Вот сохрани колхозы, эти бурятосы люмпинско-комбедовские, знай, что их можно переоборудовать потом в, значит, какие-то агрохолдинги и так далее, и на этом сидеть, и на этом хорошо зарабатывать и помогать другим бурятосам. Тогда бы эта система очень хорошо работала, и бурятосы были бы закреплены на своих исторических землях, поглотили бы развалившиеся вот эти советские русские колхозы, деревни там и так далее, насоздавали бы с ними метисоидов, короче, там все прочее. И вот тогда бы это очень хорошо работало, и нужно поэтому вводить, завезем там 500-600 тысяч протестантов с Америки, там, с Европы, с других стран, для того, чтобы они внедряли в среде вот этих люмпинов, бурятосов протестантскую этику. Протестантская этика. То есть с утра до ночи работать. Амишей завезем, короче. Научим бурятосов за одни сутки там, ну, эти дома поднимать там и все прочее, короче. То есть вот этого нет.
И если бы это было, оно бы было. А поскольку они все там растащили, короче, там, у них мечта какая, квартира в Улан-Удэ, квартира в Москве там, ну и хама-угы, короче, там, да, как говорится. Главное сделать, а потом вроде как там, ну, черт с ним там, что там с остальными там буритосами случится, с теми, с дурачками. Ну, я вот так сейчас сижу и вот вспоминаю, просто анализирую, да, вот какие-то различные ситуации, с которыми я пересекался. Я понимаю, вот таких, как я, бурят, ну, вообще единицы. Большая часть это действительно вот такие, ну, они как дерево, короче, действительно. Ты просто мозг, ну, мой, по крайней мере, националистический бурятский мозг, все время добавлял там плюс 200 там баллов, плюс 300 баллов, короче, любому буритосу. Ну, за то, что он буритос просто. А если это все отбросить, короче, так это ж тут такой же тупой, вот, как Ванюшка, да? Может, еще тупее, короче, потому что он еще трусливее. То есть, если Ванюшка там, например, открыл эту шаурмечную, короче, там, всякими отбросами там буритошек кормят, такой же вот тупой буритошка, короче, он же откроет бузную, будет самым лучшим мясом кормить, там, значит, издержки там какие-то на себя брать и все прочее, короче. Но главное, чтобы это, потому что будет бояться, что там проверка какая-нибудь придет гипотетическая, еще там что-нибудь придет, а что люди там еще скажут, короче, да? То есть он не сможет, у него такой хуцпы нету для того, чтобы вот, русня пришла, уяксим там, короче, каких-нибудь копыт там, блядь, конского говна подмешать там или еще что-нибудь в этом роде. То есть вот в этом проблема есть как раз, вот таких вот. И в этом отношении, конечно, нужно менять подходы к воспитанию внутреннему. И в этом отношении бурятские националисты должны работать. Во-первых, сказки. Снова переработать все эти сказки, короче. Никаких там медвежонков, бато, еще там всякую чушь, короче, которая вносит вот это все. Все вот эти вот, значит, россиянские, люмпинско-комбедовские нарративы там и так далее, что там дружить надо там и так далее. Нет, медвежонка Бато должны съесть бурятские волки, короче. Сандан и Ринчин. Прям вот эти вот все проанализируйте, там что за это время, за 20-е годы там нарисовали эти как, персонажи. Вот почитайте просто эти сказки, за которые там некоторые люди там премии всякие получали там и так далее. Вы просто удивитесь там, какой чуши, короче, да, чуши какой чуши туда накинули, толерантный, короче. И потом вот такой медвежонок Бато, короче, которого русский Ванька там накормил отребьем, короче, он ничего не может сказать, он онемел просто. Хорошо, он там блогер, там он достал там телефон, хотя бы вот этого у него хватило смелости записать этого дурачка. А большая часть буритошек, она вот это вообще мимо ушей пропускает, короче, там. Ну и начинают, у меня же русский паспорт, у меня я с Бурятии, там, как вы можете, там, слезы начинают пускать и так далее. То есть абсолютно не в правильном направлении двигаются, чтобы напасть, там, глаза выцарапать, короче, еще что-то. Последний раз пьяная буритосина, короче, вот это, работница, блядь, этой Почты России, короче, мне пыталась, на меня просто пыталась, обухалась, короче, обживалась баба. С ребенком еще самое главное. А ребенок, ну, он ШСВЧИОН, он, вот, видно по ребенку несчастному было, что мамка-то это, когда, видать, под градусом там у нее там резьбу срывает, она там безобразно себя ведет. Но я думаю, что я вот эту буритоску проучил тогда и судом, и немножко перцем, короче, потому что, ну, я помню, вот она прям приготовилась на меня прыгнуть, короче. Я такой думаю, ну, до последнего не хотел перцем давать у нее, короче, потому что это... Ну, я уже видел, она уже это, махаться со мной решила, короче, это вообще было дико. Она в такую стойку встала, короче, вот так руки, это, я вижу, сейчас, блядь, однако вцепится мне в лицо когтями. Ну вот, ну я знаю по собственному опыту, это неприятно, когда баба в тебя когти впивает, короче. Ну и в общем, мне удалось отпрыгнуть от нее, короче, и успокоить немножко перцем, короче, так что это... А вот стоял бы русский Ванюша, короче, она там, наверное, не стала бы так себя вести, а видит... Видит, что буритос, короче, стоит
На буритосе можно отыграться за свою жизнь несчастную, короче. Ну вот, не получилось, короче. Поэтому протестантскую этику будем внедрять. Кстати, тоже от китайцев, от японцев можно взять, потому что они же в своих странах фактически вот тот капитализм, который там в Китае существует, в Японии, в Южной Корее, он чисто исключительно протестантский. То есть это не так, как будто бы, что ну, мы что-то делаем там, да, и вот чисто как капиталы набиваем. Там еще социальная ответственность определенная есть. Есть там определенные традиции, этика христианская. Так что не надо ничего тут это. Не. Дело в том, что вот вы пишете, да, 400 лет обрусения сделали свое черное дело. Дело в том, что вот этот современный Буритосина, он сформировался из-за запретов, потому что его постоянно по рукам били, короче. И он вот такой дрессированный, то есть он в рамках вот этой русской парадигмы, он вполне нормальный Буритосин, которому можно там накинуть на уши, сказать, что там вот нацисты, там еще там что-то, короче. И этот дурачок, даже и без выплат, вы же помните там мобилизацию, там же ни выплат, ни хрена не было, они же там выстроились в очередь. Конечно, там вот эти всякие Арношкины фонды, они, конечно, там извонялись, ой, там из деревни там утащили. Я говорю, так он и рад был. У него альтернатива какая? Сдохнуть через 2 года в этой от алкоголизма. Да, от этой беспробудной ситуации, беспросветной. Либо, ну, как-то немножко жизнь изменить свою, да. Ну, эти фонды, вот, я не знаю, зачем они орали. И сейчас я вот, к сожалению, здесь, в Польше, внезапно вижу видео, кусок видео, и там, значит, почему украинцы не брали бурятов в плен, типа. И это такой с умным видом хуеплет, короче, какой-то польский. Это вот из-за Бучи же, короче. А это же чисто русский нарратив, это который вот эта русня набросила хорошая. Эти там, правда, что-то воевали, малех, как его, типа, это Игорь Мажаповый там и так далее. Ну, потом в конечном итоге обосрались, потому что там было, по данным расследования, 3 из Бурятии, 1 буритос, сержант Галсанов такой. Где он сейчас? Спрятали его или забушлатился. Еще 2 было, короче, один какой-то с русифицированной армянской фамилией, тоже какой-то такой, ну, видать, контрактник. И один русский офицер, короче, с 37-й гвардейской. Они, видимо, были вот в этот ударно-тактическую группу сформированы, короче, с разного этого. И вот этот парашютно-десантный, короче, который там резню устроил. А устроили они там резню по той простой причине, что Калужный, он грамотно все сделал. Что вот эти вот небольшие малые группы, на каждом там по 10, по 15 ТАО было. Вот этих птуров различных, да, то есть, ну, они так нормально были оборудованы, короче. Небольшие там группы, 10-15 человек в гражданке. Они, конечно, вот эти все колонны разъебали. Ну, то есть, вот едет колонна там, 20 танков, там, 20 этих. У этого принцип какой, ТАУ. Он говорит, готов. Выстрелил. Раз скинул, второй взял. Навелся на следующую цель, выстрелил. А если их там 5-10 стоит, 10 ракет сразу улетают, короче, а потом следом еще 10 ракет. И это конкретно он там в точку выбирает, короче, лупит. И, естественно, всю колонну можно, в принципе, небольшим диверсионным, значит, отрядом там, который передвигается, условно говоря, на 2 машинах, уничтожить, короче. Потому что заслуга именно Калужного в том, что он предотвратил наступление на Киев. И за счет уничтожения. Там, конечно, там артиллерия типа работала. Там, значит. Они типа там, сказка есть такая, что там в одну точку били, короче, и там 7 раз колонна одна и та же попадала под удар артиллерии. Ну, артиллерия, да, но это одна колонна. А где остальные колонны потерялись, вопрос. А вот так, то есть там работали в гражданке.
Значит, люди передвигались там на пикапах там и так далее. Ну, это профессиональные военные. Естественно, эти там, значит, поймали каких-то мобиков. Там тоже вот эта вот история, я помню, где-то месяца 3 назад слышал по поводу леса какого-то, куда зачем-то под наступающие русские части бросили. Ну, просто люди пришли защищать Украину к военкомату. И там какой-то предатель, я так понял, он их разместил в этом лесу, и в этом же лесу их расстреляли всех из крупнокалиберных пулеметов. А они прятались за деревьями. Ну, как в кино показывают, что за деревом можно спрятаться. Но оказывается, нет. Ну и вот эти кадры были, где там в лесу вот эти по гражданке, значит, погибшие. Ну, просто там старики какие-то, молодежь, шпана, там, которые, может, впервые в жизни своей получили вот на руки стрелковое вооружение, вообще без всего, ну, то есть как их бросить туда, когда на тебя там с техникой наступает, без гранатометов, без всяких птуров там и так далее, то, в принципе, физически невозможно такую вот эту штуку остановить. И вот эта вот вся масса, она, значит, там занималась и относительно мародерством, потому что я так понял, что Буча это довольно такой богатенький городишко был, пригород Киева. И, значит, мародерили там, естественно, и, собственно, вот Нью-Йорк Таймс их установил по, в том числе телефонам, ну, по данным, то есть американцы, они весь мир контролируют, любые электронные устройства могут залезть, взломать там и так далее. То есть это вся расследование уже давным-давно, еще с 22 или с 23 года оно уже в интернете висит. Не знаю, доступна ли она в Амбрашке, но факт такой, что эти орали, типа ни одного бурята. Это то же самое, как статейка этой дурочки-то, Дель Понтихи. Что вот бурятов нету, типа там. А, конечно, вот, ну, контраст. Тут же вот эти части, блядь, из этой 37-й, из 11-й, этой ДШБ, там, из этих, из кяхтинских всяких там и так далее. Ну, где вот оторвало там, значит, вот этот знаменитый кадр, где взорвался боекомплект этого танка, значит, там его оторвало. И убитый, значит, вот он, либо, ну, то есть, не помню, как вот, танкист этот знаменитый, короче. У него голова торчит вот так, а все остальное, ну, там либо разорвало, либо сгорело, короче, и вот это, значит, было фотографировано, постоянно там распространились, что вот там это азиатчина ползет там и так далее. Ну, и это быстро, конечно, украинская пропаганда начала использовать, короче, потому что, ну, была такая до этого, с 15 года пропаганда боевых бурятов Путина, там, типа, и так далее. И она до того дошла, что там в Украине считают, что там бурятов чуть ли не есть 15 миллионов, что мы там как самостоятельная нация, там, короче, что можем решать, типа, воевать нам против Украины, не воевать там и так далее. И достучаться очень сложно, потому что, ну, это же стереотипное мышление, особенно для людей примитивных. Собственно, они стереотипы очень, так скажем, вот как вот сейчас искусственный интеллект показывает, что, ну, он начинает халявить тупо в какие-то определенные моменты. Почему? Потому что, ну, не хватает энергии на процессы. Вот, например, они там прям пишут, говорят, не пишите, блядь, в искусственный интеллект, пожалуйста, сделай что-то там, блядь. Пожалуйста, сделай что-то. Вот это просто на пожалуйста тратится огромное количество энергии. И некоторые дурачки, вот они вместо того, чтобы конкретно что-то писать, начинают там каких-то очень много требований предлагать и так далее. И на эти процессы тратится очень большое количество энергии, потому что мозг сам, нейронные и так далее, они работают вообще на минимуме. То есть если какие-то умные люди, вот типа меня, короче, тратят большое количество энергии, значит, потребляют, и мозг тратит большое количество энергии на воспроизводство умных мыслей, то у простых людей у них такое стереотипное, в общем-то, мышление. То есть у него какой-то стереотип сформировался в голове, и он вот такими стереотипами живет. Ну, например, яркие примеры, значит, Шафиров, например. Там еще кто-то, короче. То есть ему не надо там что-то соображать и так далее. Если он будет соображать, то он будет соображать очень долго. У него мыслительный процесс долгий, там, сутки, двое, короче, да. То, что у меня там за секунду возникает мысль в голове какая-то, там, аналогия там или еще что-то. У некоторых людей может и двое суток, а некоторых вообще не приходят. Там же там на открытые микрофоны разные люди приходили, короче, поэтому
видно сразу. И я вот, к сожалению, в своей жизни слишком много общался с людьми образованными, так сказать, интеллектуально развитыми. И как-то вот это общение с простыми людьми, она выпала у меня. Ну, за исключением редких периодов детства. Ну, а во взрослом возрасте практически не общался. И вот как раз в 2019 году это прям, ну, у меня как откровение в народ пошел, короче, я. И, в общем-то, ну, я понял, что там действительно востребованность каких-то определенных революционных еще каких-то мыслей, она, естественно, имеется. Люди как-то хотят свою жизнь, вот эту несчастную, убогую, изменить. И, в общем-то, путинская пропаганда, она же и подготавливала, да, то есть подогревала вот эти всякие там эти, значит, теории вот этого Райхсбюргера перевели на русский язык, туда вбросили через мошенников, значит, вот эти сторонники всякого СССР там и так далее. Помните, там одолевали в 19 году, короче, приходили там про морское право, там верещали, там и все прочее, короче. То есть все это была такая, ну вот, действительно, ИПСО операция, да, психологическая, для того, чтобы вот этих всех людишек как бы объединить возле каких-то идей. И чтобы потом, ну, бесплатно, как мобиков, там, использовать, короче, вот в качестве пушечного мяса. И сейчас тоже вот это вот освобождение от этих всяких зэков там и так далее, вот это все полукриминального вот этого элемента, который там забушлатили, да, оно же ведь тоже играет на это же, что Путин как будто бы Россиюшку почистил, короче, от такого хренового элемента, вот этих всех алкашей вонючих, которые там бабушек убивали по деревням, да, которые там своих собственных, ну, то есть для своих собственных семей ничего не создали, а тут он забушлатился ему, и их семейкам выплатили там какие-то суммы, понимаете? И сейчас даже такое получается, что вот смотрел ролик там какой-то, значит, персонаж вернулся в Смоленск, значит, и типа в свою квартиру попасть не может. Ну, у него там какая-то доля, и там, видимо, бывшая жена живет, короче, с детьми. А они не рады, что он вернулся просто, вся банда. И вот он ломится, и с помощью полиции хочет это, короче, ну, его туда, естественно, не пускают. А он там до этого в дальнобое работал, что-то, короче, ну, жалуется на свою жизнь, что жена такая. Так и дети там, наверное, тоже не от него, короче. И они не рады, что он вообще не сдох-то, короче, то есть сдох бы, хотя бы какую-то прибыль принес им. А так что, ну я представляю, там персонажи-то тоже своеобразные. Так, Донецк разбомбить. Так, Аркастан, ну, большая часть из Бурятии, из США 10%. Да, очень понятно. Так, сейчас, друзья. Так. Тут еще небольшим вопросом занимался по помощи там одной женщине. Значит, по этому. Сейчас. А как его скрыть? Какие-то буряты откуда может быть? Конечно, из Бурятии. Но сам я больше 3 лет уже живу в Польше. В великой стране, которая избавилась от ига, от русского ига, короче. Неоднократно поднимала восстание. Более 1 миллиона поляков до Второй мировой войны, до 1939 года было сослано в Сибирь, Казахстан, на Кавказ. После 1939 года, когда они с Гитлером, Сталин с Гитлером поделили Польшу, согласно вот этим пактам о ненападении, еще где-то 500-600, а то 700 тысяч поляков было депортировано в Красноярский край, Казахстан, значит, Дальний Восток и так далее. И потом еще после того, как Советский Союз в 1945 году Восточную Европу оккупировал, и тогда еще случались выселения, потому что там из польского Львова,
из польского Вильна, из других польских городов насильно просто отбирали собственность там в колхозы и так далее. Правда, было, конечно, небольшое количество тех поляков, которые изъявили желание самостоятельно перебраться, или представители других народов, допустим, там русские, которые жили исторически на территории Польши, да, они могли добровольно изъявить желание выехать в Советский Союз, например. Но не все это так поступили, потому что вот интересно, я тут общался с представителем как раз русской общины здесь, которая не вот эти совки там всякое, а они еще во время раскола сюда попали, короче. В основном они были из Твери и еще какого-то Тверского, еще какого-то княжества. То есть во время раскола они просто оказались на территории Великого княжества Литовского и были расселены. Кто-то попал ближе сюда, к Мазовецкому воеводству, точнее, вот, ближе к самой, так скажем, Великой Польше, так сказать. Кто-то был вот, где современная Беларусь, там где-то вот восточная граница, значит, Украины там и так далее, туда попадали. И они прямо говорят, что они прекрасно понимали, когда там к ним советские власти агитировали, вот, мол, вернуться там, пятое, десятое, короче, они отказались. То есть, хотя и здесь коммунисты были в ПНР, они остались именно в Польской Народной Республике, потому что, ну, все, они же русские, они же прекрасно понимают, что их там ждало бы. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Так. Да, кстати, там говорят, я вчера видео смотрел, короче, я думал, куда Шафиров пропал, а оказывается, он там, сволочь, размножился в Германии, короче. Ну, можно его поздравить с этим. Что там у него теперь пособие фактически будет бесконечное. А я бы еще забил. Я бы еще забил там парочку детей, короче. Там этой Чебуниной, там есть у них там, кто еще там. Шафиров-то он такой, это, как его, при живой жене там, в общем, с кучей партнерш может там завести детей, короче. И вот с этими абаиров, пускай в Германии там вот этих страшных буряток обходят, короче. Потому что, ну, надо, да, то есть я вот так думаю, что, а что вот буритосы, вот все вот эти ништяки, которые Германия предоставляла, да, все профукали. То есть можно же бы было организовать что-то в начале 2000-х годов, какую-нибудь иммиграцию бурят, ну, вот таких вот самых примитивных, короче, как, значит, чтобы там на предприятиях работали там и так далее, да, ну, кому не надо что там думать, короче, а тут хуп на бюргергельд. А сейчас этот бюргергельд собираются переработать, но не переработают, если у тебя, извини меня, там 8 детей, короче, иждивенцев, да? Понятно, что в первую очередь попадут одинокие всякие там, страдающие психическими заболеваниями, всякие там пенсионеры, которые в Рашке там или в Украине где-нибудь там работали тяжело, короче, до своих там 55 лет, короче, да. А в Германии пенсия сейчас что-то говорят, вообще в 70 лет будет наступать для мужиков и для женщин. Вот так-то у них 65 лет. И там не сидеть, поэтому я думаю, вот это хороший лайфхак для того же Баирова, для того, чтобы еще размножиться, короче. Там, я думаю, что в Германии тоже там это дело работает, короче, там ЭКО, там всякая хрень, там, короче, пойти там еще размножиться. В принципе, что, я могу тоже выступить для некоторых буряток там с этого донором, так скажем, мужских половых клеток, короче. Так что обращайтесь, пишите. Приеду, сдам, вас оплодотворят, короче. И вам хорошо, и мне хорошо будет. Так. Так, ну, друзья, я зарекся. Так, ну на Конституцию не собрал денег, короче. Мне же надо посидеть, поработать. Я же говорил, 1000 евро кидайте. Конституция выйдет, короче. Ну, я, правда, и сбор не сделал. Надо... Блин, я же здесь пытался вот типа войти в этот... Организовать такой специальный сбор. Короче, ну, чтобы там конкретно можно было сборки делать, короче. То есть зарегистрировался даже в этом сервисе.
А они хуяк с меня банят на основании того, что там Европейский Союз какие-то ограничения ввел на граждан России, типа санкции, короче. Ну, это так, от балды просто-напросто. Я там даже здесь этим всяким жаловался, значит, по правам человека там и так далее, на каком основании меня признали субъектом как государство. Я говорю, это что за чушь-то, короче? Я же не государство, я просто гражданин, некое физическое лицо. А почему санкции, распространяемые на государство, внезапно действуют на меня? Ну, это понятно, да, там не хотят личной отчетности, там все прочее. Ну, им проще, короче, заблокировать, нежели чем потом там выяснять, значит, на что там этот россиянин деньги собирает, там и так далее, короче. Ну, чтобы там со всяких там этих финансовых структур там не приходили, их не проверяли и так далее. Поэтому у меня есть только PayPal, американская фирма. Так что давайте, может быть, объявим сбор отдельно, короче. Я здесь пост в Ютубе сделаю, короче. Ну, штука евро как раз для того, чтобы месяца 2 посидеть мне спокойно. Короче, там по зумчику организовывать наши внутренние встречи в рамках партии нашей. Вступайте, кстати, в партию. Я почему-то после вот такого всплеска в прошлом году, короче, перестал нашу партию рекламировать, так скажем, промоцией заниматься. Ну, в общем, надо это все дело возродить, короче, для того, чтобы уже более системно работать, получать предложения от, значит, наших членов нашей партии, короче, которые там страдают в США без кейсов, скажем. Так что давайте, друзья, я постараюсь на этой неделе или на следующей неделе уже, ну, найти такой ресурс, который бы с Русней был не связан, короче, на который вы можете деньги донатить под конкретно, ну, чтобы конкретная строчка была там, $1000 на это, 1000 евро на снесение памятнику Сталина, короче, там, 1000 евро на шаурмечную, там, 1000 евро на этот крест поклонный на Батарейной горе, там, короче, 2000 евро, там, информация о военных преступниках в Улан-Удэ и окрестностях, короче, ну, что-то в этом роде, короче, то есть, это обязательно сделаю. А пока прощаемся с вами, дорогие друзья. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Через 20 лет увидите, наши труды не пропадут зря. Всем пока и до новых встреч.